Всем привет, это YouTube канал YouTube Татарочки, Урдак ТВ. На ваших экранах Лейла Лерон. Лейла за прошлый год успела поссориться с ФБК Алексея Навального, с фанатами Артемия Лебедева, с противниками татарского языка. И вот год не был бы годом, если бы Лейла не объявила войну аниматорам на улице Баумана. Да. Лейла, кто не в курсе, расскажи вообще, что сейчас происходит в твоей активистской жизни, с кем ты борешься, против кого и с чего все началось? Ну, смотрите, чтобы не быть голословной, просто пройдите по хэштегу «Скажи нет зебрам», и там будет несколько постов моих, которые я написала у себя в блоге. Я объявила такую войну, да, зачистку на улице Баумана от аниматоров, от мужчин, которые одевают костюмы животных и таким образом делают фотографии с туристами и жителями города, и при этом вымогают деньги за эти фотографии. Почему слово «вымогает», да, я использую? Сейчас объясню. Потому что они заранее не говорят, что фотографии платные. И люди думают, что это придумал так город, что город придумал таким образом развлекать туристов. И они с удовольствием фотографируются, но потом выясняется, что одна фотография 300 рублей за ребенка, и за взрослого 500 рублей. Вот. И если человек делает серию фотографий, то он попадает на большие суммы. Пишут люди, что по 5000 рублей отдавали, по 1300. Это огромные суммы, потому что человек сделал фотографию на свой телефон. Это не распечатанный магнитик, ничего такого нет. Это просто фото на телефон. Это не стоит таких денег. Окей, Лейла, смотри, я задам тебе 15 вопросов, чтобы раскрыть вообще тему, все твои убеждения, мнения на этот вопрос. Тебе нужно просто желательно коротко и емко отвечать. Вопрос первый. Тебе уже начали поступать угрозы? С первого же поста появились угрозы, нелицеприятные слова. Самое милое, что мне написали, это что я крыса. Вот. Как-то мужчина сказал: год крысы прошел, а крыса осталась. Я хочу сказать, что китайский год крысы еще не закончился. И только в феврале будет год быка. Так что, извините, год крысы продолжается. Что самое страшное из угроз тебе писали? Физическая расправа, насилие, что-то было? Есть такое, да. Это в комментариях уже под постами пишут, что выбьют зубы, что разберутся, что еще поговорим. Вот такие вот, да, с намеком на то, что разговор будет короткий. И, конечно же, больше всего меня удивившее, это когда мне отправили половой орган бомжа с Баумана, чтобы поговорить со мной, оказывается. Сначала прислали фото, да, этого органа, а потом, оказывается, выяснилось, что они хотели со мной поговорить. Но я уже отправила их в блог. Окей, а какие-то скриншоты у тебя сохранились, что есть доказательства? Я максимально старалась сохранять все, потому что это первый раз в моей жизни, понимаете, такое происходит, такая жуткая травля. И я сначала удаляла, а потом до меня дошло, что надо, да, действительно собирать. И я, конечно, делала скриншоты. Хорошо, второй вопрос. Тебе страшно? Я не трус, но я боюсь. Окей, третий вопрос. Как думаешь, какие будут у всей этой истории последствия? Для их стороны, и для твоей стороны? Для моей стороны я вижу все в радужных цветах. Все-таки я оптимист. Для их стороны я вижу, что или они уходят сами, да, поняв, что их никто не любит и не ценит в городе, или все-таки будет круглый стол, где их начальство придет и обсудит, как они будут выбирать себе новых аниматоров, потому что те, кто сейчас работает, это, конечно же, быдло на быдле, поэтому нужен какой-то регламент, нужны какие-то собеседования, чтобы они проходили курсы. Но кто этим будет заниматься? Вот кто туда идет, работать с зеброй, да, он ничего не хочет. Он хочет просто легких денег. Но когда они поймут, что нужно будет учиться, что нужно будет какие-то курсы проходить, там половина отсеется, я уверена. И уже не будет такое огромное количество этих ростовых кукол на улицах Казани. Окей, четвертый вопрос. Еще раз, расскажи основные аргументы, почему они должны покинуть улицу Баумана. Во-первых, тут, может, прям первый, второй, третий аргумент. Во-первых, они, получается, что не называют цену за свои услуги заранее. Они притворяются до последнего, что это бесплатно, что приводит к тому, что люди обманываются.
Во-вторых, они очень назойливые, они трогают людей без разрешения. Я не хочу, чтобы меня хватали на улице Баумана со спины, мне неприятно. Они лезут обниматься, они клеются к девочкам, девушкам, они всевозможными способами пытаются сделать с вами кадр. После того, как кадр сделан, все. Они снимают маски, и эта добродушная улыбка уже снята. И они начинают уже как вымогатели требовать деньги за свои услуги. Вот тут появляются бейджики. Конечно, сейчас они бейджики вынесли из своих костюмов. Сейчас, скорее всего, они ходят уже с бейджиками снаружи. Но до этого скандала все бейджи были внутри. Вот. Потом они очень грязные. Сейчас коронавирус. Сейчас очень страшная эпидемия проходит, да? Мы все сидим дома, ходим в масках, но эти ребята в масках не находятся. Когда они снимают свои вот эти вот головы, внутри у них маски нет, и они продолжают общаться с туристами. Сколько туристов через них проходит? Да? И кто последний раз из них сдавал тест на коронавирус? Никто. Кто последний раз дезинфицировал их костюмы? Да никто. Понимаете? Вот это уже вопросы. На этом уже можно было их убрать. Потом, почему зебра, почему осел, почему единорог ходит в центре Казани? Я считаю, что это вообще неправильно. Во-первых, авторские права нарушаются. DreamWorks, алло, давайте работайте с этими пацанами, судитесь с ними, берите деньги, они зарабатывают на ваших персонажах деньги. Вот, что еще вам нужно? А смотри, ты писала, что если бы они были, например, в национальных каких-то, костюмах национальных персонажей, этнических каких-то из эпосов, да, там Шурале, Суанасе, то есть ты была бы не против? Я говорила, что половина претензий с них бы снялось. Но если ходит Шурале быдло, тоже не прикольно, знаете ли. Если он будет еще позорить татарский, да, народ, и делать еще ходить в татарском, как Камарбатар или как Симбике. Мне говорили, что Симбике ходила, и она тоже была не очень-то приветливая женщина. То это тоже некрасиво. Я поэтому и говорю, что должен быть регламент. Каждый аниматор должен пройти какой-то курс, где он научится правильно говорить, четко, на татарском, приветствовать как минимум. А потом уже давайте думать про другое. То есть, если все будет регламентировано, да, то есть мы будем понимать, что аниматоры вежливые, что у них, все с точки зрения безопасности по коронавирусу нормально, и нормальные персонажи, то есть ты будешь не против? Конечно. Я считаю, что есть потребность на фотографиях у туристов. Есть. Если сделать красиво, ты ходит как хан, да, Сюмбике, а потом ходит Камарбатар, Шурале. Неужели я не подбегу, я первой буду фотографироваться, и первой буду давать регламентированную сумму. Если они заранее скажут 100 рублей за фото, приду, один качественный кадр сделаю и уйду, заплатив. Но не надо мне тут сначала не говорить цену, а потом выдавливать из меня эту сумму. То есть, если я правильно тебя понимаю, в первую очередь нужна просто, изначально, чтобы обговаривали цену, правильно? Да. Персонажи и безопасность. Конечно, все три этих пункта важны. Окей, 5-й вопрос. Как на данный момент они оформлены юридически и в каком вообще правовом поле они сейчас находятся, легально или нелегально они работают? Знаете, я думаю, что должны проверить это уже структуры, потому что они уже в скандале участвовали и их сделали самозанятыми, как говорится, да. Но я сама самозанятая и знаю, насколько это не просто за секунду выдать чек. То есть тебе надо спросить имя, фамилию человека, которому ты услуги, да, проводил. И при этом потом ему прислать этот чек, если чек, конечно, попросит. Но я не вижу, ни разу не видела на Баумана, чтобы они у кого-то спрашивали имя, фамилию. Куда они выбивают чеки, кому они выбивают чеки. Я не видела этого. Поэтому я считаю, что структуры, которые этим занимаются, должны их проверить еще раз, более тщательно и внимательно. Хорошо, я тебя понял. Дальше, есть ли у тебя вообще какие-то факты, доказательства о том, что закон нарушается? То есть это где-то зафиксировано, или мы только знаем по жалобам в комментариях об этом? Я, если честно, думаю, что мы видим это только по жалобам в комментариях, потому что вот мэрия, да, мне ответила в Инстаграме, что если вам что-то не нравится, и у вас было в какой-то момент мошенничество, идите в полицию, написали они. Но какой турист, приехав в город отдыхать, поедет в полицию писать заявление? Никто не хочет портить себе отдых. Все, был скандал, они посрались, поссорились и разошлись. Все, настроение испорчено, и они не будут дальше идти разбираться. Поэтому заявлений-то нет.
А если есть, говорят, там есть заявление, парочку, да, где эти разбирательства, где движуха? Я не вижу этого. Окей, 6-й вопрос. Готова ли ты к тому, что у тебя может ничего не получиться, и что они также останутся, и все будет так же, как сейчас? Я надеюсь, я верю, что это безобразие прекратится. Я верю в нашего мэра, я верю в нашу доблестную полицию, и мне кажется, что все это наконец-то уже исправится, потому что это не первый скандал. И не первый, как говорят, не первый блогер уже про это пишет, и все так же остается. Давайте, друзья, не будем спускать это с рук и будем продолжать бороться, пока их с улиц нашего города не уберут. Но либо не изменят они своих персонажей, правильно? Персонажи, да, и поведение свое пока не исправят, конечно же, им не место на Баумана точно. Окей. 7-й вопрос. Вот я видел, что у тебя в комментариях они пишут, или вообще в СМИ они пишут, да, что это студенты, все происходит легально. И я понимаю, что да, действительно, скорее всего, юридически очень тяжело будет до всего этого докопаться. Но на данный момент, что ты сама знаешь об этих ребятах? Я знаю, что у тебя есть друзья, инсайдеры, которые владеет какой-то информацией, и что ты на данный момент узнал, и что ты можешь уже рассказать зрителям, кто они, может быть, чем они вообще занимаются, студенты ли это, или кто вообще? Смотрите, как мне известно, 2 группы молодых людей занимаются этим делом. Они поделили таким образом Баумана, что вот мы вот одна половина здесь, другая половина здесь, и они не пересекаются. Поэтому на меня выходило 2 человека с разных сторон, пытаясь со мной войти в диалог. Ну, один из них прислал мне мужской половой орган, как вы уже знаете, да, и сразу же полетел в блог. И потом они вышли на связь уже с моим мужем и объяснили ему, что вот у нас ребята из Луганска работают. Им очень тяжело зарабатывать деньги, им нужно, им надо как-то и питаться, и есть. Они из Луганска, они говорили, и пытались меня таким образом разжалобить. Знаете, если они из Луганска, то как они самозаняты? Это вопрос. Потом, конечно же, они придумали историю со студентами, что они все казанцы, что вот у них имена татарские. Вот татары, они хотят сказать. Знаете, такие татары нахрен не нужны. Это раз. Не надо мне вот, значит, такими вещами манипулировать. Еще известно, что они не студенты, что они в огромном количестве пьют, потому что от них идет перегар. Про это пишут огромное количество людей. Если студенты бухающие, то тоже они кому нужны, да? Такое поколение нам не надо. И мы не собираемся их спонсировать. Поэтому, и что еще? Они живут кучками вместе, снимают квартиры, это тоже известно. Постоянно курят, делают какие-то громкие высказывания на улице Баумана, снимают свои маски, пытаются клеиться к девочкам. Я думаю, что это все непристойно. Если ты ведешь себя... мы представляем город Казань. Не надо так представлять город Казань, пожалуйста. Нам такой позор не нужен. Окей, но если бы, например, как-то, не знаю, мэрия или там комитет по туризму урегулировала бы этот вопрос, давал бы какую-то лицензию, да, там, или там проверял что-то, то ты была бы не против? Конечно, я вообще не против. Я говорю, еще раз говорю, что я не против. Я понимаю, что мохтаж, такое слово есть, да, есть потребность того, чтобы фотографироваться с людьми, с персонажами в городе, в туристическом городе. Я это прекрасно понимаю. Но просто то, что они делают, это некрасиво. Надо делать красиво все, знаете, чтобы было действительно приятно после того, как получил услугу, чтобы кайфанул человек. Окей, 8-й вопрос. Смотри, у них есть аргумент, что 20 взрослых мужчин, да, или больше, они, по-моему, писали это в комментариях или тоже где-то в СМИ, что они потеряют работу. Да, и не смогут зарабатывать, там, кормить свои семьи, еще что-то делать, да, то есть для них это источник заработка, и понятно, почему, конечно, ты встречаешь такое сопротивление. Есть ли у тебя идеи, как, например, занять этих людей? Во-первых, конечно же, я не должна этим заниматься, товарищи. 20 парней, которые грабили огромное количество людей, давайте-ка вы соберетесь и найдете себе нормальную работу, которой вы будете гордиться. Из вариантов, на улице Спартаковской есть прекрасная школа 21. Она бесплатная от Сбербанка. Идете, проходите бассейн, вас бесплатно обучают IT-сфере, и вы будете крутыми айтишниками и уедете нахрен в Кремниевую долину.
Окей, 9 вопрос. Я вот заметил, да, тоже такую вещь, и ты тоже это не раз подчеркивал. Они есть на Баумана, но их нет почему-то в других туристических местах, например, в Кремле, в каких-то фишмановских местах, типа там озеро Кабан, и там на Черном озере их нет на Кремлевской набережной. Как ты это объясняешь, что они есть только на Баумана? Смотри, сейчас говорят, что в Кремль они тоже пробиваются. Ходят там час-полтора, потом их каким-то образом выгоняют. Кто выгоняет, тоже интересный вопрос, да? Они есть около чаши на Сибрат Хакима, тоже их огромное количество там. И на Баумана, конечно. Я как объясняю, я думаю, что Наталья Фишман очень крутая женщина, что она каким-то образом сделала так, что им дороги туда нет. И я думаю, отдайте Бауману уже, Наташе Фишман, чтобы она уже разобралась. Если вы сами не можете это сделать... Фишман Бекмамбетовой. Фишман Бекмамбет. Очень красивая двойная фамилия, прям крутая. Вот, и, я считаю, что отдайте ей, и она тут разберется. Окей, 10 вопрос. Ну вот, есть ли у тебя подозрение, что все-таки кто-то, ну, стоит за этим, да, из, там, не знаю, из чиновников или еще что-то, ну, то есть они же, ну, как-то, не знаю, защищены, возможно, кто-то их защищает. Если честно, я вообще нахрен не хочу в это верить. Я не хочу в это верить, что какой-то чиновник стоит за этими быдло-аниматорами. Я не знаю, просто они не могут к ним как-то подкопаться юридически. Им как хочется красиво их убрать. Но как красиво их убрать, они не знают. Ну вот я им даю подсказку. Коронавирусная история. Давайте вот на фоне коронавируса, пока их уберем, и потом подумаем, как по-настоящему все это регламентировать, как их пускать уже на наши центральные улицы туристические, чтобы это было красиво. Смотри, ну вот сейчас все работающие аниматоры посмотрят твое видео, начнут носить маски, дезинфицируют свои костюмы, купят костюмы Будут Шураля. сдавать тест на коронавирус ежедневно, потому что, огромное количество туристов через вас проходит. И будут в Шураля ходить. И ты к ним вообще не подкопаешься. Ну, знаете, это тоже вам подсказка, да, пацаны, соберитесь, сделайте тоже умные шаги. Но они же говорят, что Шураля появится только через год. Вы чего так долго вы шьете куклы, вот эти вот ростовые? Давайте сделаем фабрику по шитью Шураля, облегчим вам жизнь. Если вы будете делать все правильно и красиво, не грабьте просто народ, не дурите народ. Я от вас, конечно же, отстану. Окей. Кстати, если нас кто-то смотрит из представителей, работающих в этой сфере, аниматоров, пишите свои аргументы в комментариях. Мы их удалим. С чем вы не согласны в аргументах Лейлы и вообще как вы видите эту ситуацию и готовы ли вы меняться к лучшему? Дальше, следующий вопрос, 11. Кто из властей обещал уже помочь, кто откликнулся, какие структуры? Я писала и Раде Хафизяновой личное письмо, она ответила буквально... Это поясни? Министр культуры Татарстана, и она ответила мне, что вопрос уже решается, что они об этом тоже думали, потому что действительно потребность есть героев именно татарской культуры, именно казанской истории. Я не просто про татар, в Казани очень много персонажей интересных. Давайте их тоже выводить и делать с ними классные фотографии для туристов. И еще, конечно же, я знаю, что комитеты разные мне узнавали мой номер телефона, но пока никто не звонил, и лично какие-то движения мы вместе не делали. Окей, мэрия что-то говорила тебе уже? Я знаю, что администрация района. Мое письмо дошло до адресата, они его зафиксировали у себя как каким-то там, как это называется, у них есть какие-то фиксации, они зафиксировали все это дело, и до 31 января они должны мне дать ответ. Окей, следующий вопрос. Какие СМИ освещают этот процесс, этот активизм твой? Первым, кто сделал про это сюжет, это был телеканал «Эфир». После них, конечно же, тоже очень большой ажиотаж начался. Из СМИ, и из печатных, и из медиа, которые в интернете, первым написали «Казанский репортер». И потом уже все, началась вот эта вот волна, все СМИ практически написали, кроме крупных наших медиа, о которых я очень удивлена, что они не пишут, очень удивлена. Это Enter, Инде и Бизнес Онлайн. Для них пока эта ситуация вне поля. Они, я не знаю, или они ждут отмашки от кого-то, чтобы разрешение, что можно писать про это, или им действительно неинтересна эта новость.
Окей, 13 вопрос. Тут уже на днях все СМИ написали, которые этот вопрос освещают, что аниматоры грозятся подать на тебя в прокуратуру. Вот. На каком это основании может быть, и как ты собираешься на это реагировать, и думаешь ли, что у этого есть продолжение какое-то, ну вот у этой угрозы? Они подают на меня якобы в суд за клевету. 20 декабря новый закон появился за клевету в интернете, и за него сейчас дают срок реальный. Это, конечно, вовремя они этот закон приняли, спасибо. Но я думаю, что дальше просто разбирательство это не пойдет. Поэтому и они говорят, мы пока еще думаем, подать или не подать. Если мирным путем с Лейлой мы не разберемся, то мы по-любому подадим. Какой мирный путь, пацаны? Какой мирный путь? Нет его. Так вот, смотри, дальше. Вот как ты собираешься, дальше вести диалог? Он будет в правовом поле или там, я не знаю, как, если они соберутся, сядут там в машину, приедут к тебе домой, или как ты думаешь, как это будет дальше происходить? Ой, Айнур, такие вопросы, конечно, ты задаешь. Смотрите, мой телефон они знают. Они знают мой номер телефона. Представляете, в первые же сутки они слили его в интернет. И мне пришлось жить на авиарежиме, потому что как только я включала свой телефон, мне звонили совершенно разные, мы сейчас скрин тоже прикрепим, какие звонки у меня происходили, бесостановочно, то есть у меня телефон обрывался. Пацаны, вы знаете мой номер телефона, почему мне позвонить? В директ они мне половые органы отправляют. Не надо. Не надо. Давайте, если хотите общаться, пообщаемся. Но, видите, я непоколебима. Я жду от вас не звонка, а реальных перемен. Меняемся, изменяем город к лучшему, и тогда, возможно, диалог и возможен. Окей, 14 вопрос. Так вот, он как раз был про диалог. Готова ли ты на диалог, то есть, готова ли ты на какой-то общественный там круглый стол, где собираешься там представители города, представители аниматоров, ты, и вы вместе, вот то, что ты говорила, ваши идеи обсуждаете, как можно все это урегулировать, какие правила применять, как это вообще, все это законодательно, то есть, как-то урегулировать. Возможно, уже есть законы, которые их деятельность регулируют, и ты, по-моему, как раз какие-то писала, да? Да. То есть, готова ли ты на какой-то вот общественный круглый стол, где там вы соберетесь, будете общаться. В общем, готова ли ты на диалог? Хотя ты говорил, конечно, минут назад, что ты непоколебима, и другого пути нет, но все-таки я спрошу. У меня мой муж, он дипломат, и первым, кто предложил мне вот эту идею круглого стола, был он. Он поехал встречаться с представителем зебр, одним из, там их двое, да, как понимаете, одним из. И, конечно же, они пришли к тому, что действительно надо общаться, разговаривать, делать круглый стол. Если вы готовы при всех сесть, при журналистах, при каких-то чиновниках прийти, и не просто там, да, как уличные пацаны ходить разбираться, а наконец-то вот выйти из тени и давайте обсуждать. Я согласна, если вы так готовы делать. Но я не думаю, что вот вы сможете выйти из тени. Смотри, можно вот составить дорожную карту, да, например, там первый шаг, просто чтобы была определена с ценами, то есть все туристы были уведомлены, что это платно, определенный прайс у этого есть, да, и всем выдавали чеки. Но пока в тех же костюмах, например. Вот ты готова ли на такое, то есть, поэтапное какое-то решение этого вопроса? Я еще раз напомню про коронавирус. Коронавирус, он есть. И пока я думаю, что вот такое развлечение на улицах не должно быть. А если они все вакцинируются? Смотри, они же снимают свои вот эти головы и надевают на туристов. Да, только из-за этого. То есть они обязательно должны вакцинироваться. Все должны вакцинироваться. Окей. В общем, диалог возможен, я об этом. Да, если они готовы общаться именно в формате круглого стола, то почему нет? Окей, 15-й вопрос, финальный о слухах. Лейла, ходит слух, да, в тусовке, и я уже от многих слышал, люди думают, что ты агент Казанцева Кремля, и ты тот человек, которому спускают какие-то вопросы, чтобы, поднялось сначала общественный какой-то резонанс, и потом государство как-то решало эти вопросы. Так было с расследованием Навального, с высказываниями Лебедева, с шаймиевскими школами. То есть ты сначала что-то делала, поднималась шумиха в СМИ, потом Кремль давал какое-то официальное заявление. Скажи, это правда, это слухи? Я не буду на этот вопрос отвечать. Все. Сейчас, понимаешь, многие думают, что ты агент ФСБ.
Сейчас ролик, как с Петровым и Башировым начинается. Лейла, ты можешь сказать, я помощник Патрушева? Мы просто гуляли, и все. Окей, ладно, спасибо. С вами была Лейла Лерон, канал YouTube Татарочки, Урдак ТВ. В этом ролике мы пытались выяснить все о конфликте активистов с зебрами, с аниматорами, которые, один из персонажей которых большая зебра. Все, всем спасибо, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, если хотите поддержать канал, становитесь нашими патронами, ссылка под этим видео. Всем пока!